Сюда проходит локационная информация, голосовая информация, комплекс системы информации передачи через серверную часть, ну и также мультилатерационная часть, которая опутана весь Кыргызстан своими датчиками, ретрансляторами, за которыми мы следим. И для оперативности работы в случае какого-то отказа с какого-то одной станции всегда есть поддержка и 200% резервирование всего оборудования. Автоматизированная система управления воздушным движением используется у нас уже с 2008 года, то есть уже время модернизации пришло. На ближайшие 2 года у нас запланировано это действие. На всю эту модернизацию, если учитывать этот и следующий год, ну, где-то в районе 5 миллионов долларов. Да, я согласен, что в будущем большое количество автоматизации будет, и количество диспетчеров и пилотов будет сокращаться значительно. Но именно человек останется для того, чтобы принимать решения в экстренной ситуации. Воздушные суда, они двигаются в воздушной массе. И скорость воздушных судов, она постоянно разная. Соответственно, только человек может, надо иметь бешеное количество оборудования и большое количество сенсоров, чтобы предугадывать, куда в следующий момент пойдет воздушное судно. Будет ускоряться, либо будет его сносить по ветру. То есть эти вещи непредсказуемы. Именно в быстром решении, в решении мгновенном, человек всегда обыгрывает машину. Потому что машина действует, и любое программное обеспечение делает по готовым шаблонам. А именно человек, он принимает решение, если он грамотно обучен, мгновенно.